Форум ставит перед собой цель живого, прямого и открытого диалога активной молодежи с руководителями. Тема встречи «Как новые поправки повлияют на деятельность активистов». Председатель комитета по делам молодежи Анзор Мархиев в своем выступлении общественным деятелям, волонтерам и активистам объясняет, важно понять суть и причины этих изменений и как они отразятся на их деятельность. Дело в том, что в Конституции не было ни одного упоминания о молодежи. Вот в ее предыдущей версии молодежь просто не была никак прописана. То есть человек, он мог найти себя в Конституции только в качестве работника или еще там кого-то. Сейчас уже молодой человек по определению будет прописан в Конституции. Также Анзор Мархиев озвучил поправки в Конституцию, которые вынесены в поддержку Комитета по делам молодежи. Ведомство получило новые возможности, подметил плюсы будущих преобразований и руководитель регионального штаба молодежной гвардии Марат Азиев, который работает над вопросом принятия закона о молодежной политике. Правительство Российской Федерации будет делать точные рекомендации и Министерству финансов, и другим ведомствам и министерствам для того, чтобы молодежная политика находилась в приоритете у регионов, так как она теперь находится в приоритете у государства и даже закреплена в Конституции. Но помимо этого закреплен и статус некоммерческих организаций, статус волонтеров. Но мы должны понимать о том, что чтобы все эти поправки в Конституцию были реализованы, нам нужно принять очень много федеральных и региональных законов. И вот тут, когда мы говорим о региональном законе о молодежной политике, партия «Единая Россия» и Молодая гвардия «Единой России» намерены внести в Народное собрание, парламент, закон о молодежной политике с новыми измененными интересами и учитывая интересы всех молодежных организаций. Молодежь ни в коем случае не должна быть абстрагирована от политической жизни региона, а наоборот, обязана принимать в ней активное участие, считает собравшиеся. Наша цель – это рассказать о том, что есть сегодня возможности у молодежи. И это то, что глава республики, он ставит сегодня в приоритет, потому что он постоянно требует того, чтобы мы рассказывали молодежи, мы привлекали молодежь. Затронули не только тему поправок и будущих планов на развитие молодежной деятельности в регионе. Также напомнили об 11-м форуме «Машук». В этом году из-за эпидситуации конкурс видоизменился. Он пройдет в онлайн-формате. Форум пройдет в 3 смены. Квота у нас 220 человек. Всем нужно, те, кто хотят принять участие на этом форуме, зайти на сайт ais.молодежь.ру и сделать регистрацию. Сделать регистрацию, перейти в мероприятие и подать заявку на форум. Пройдет около 4 дня. Начнется с 4 августа. Грантовый конкурс будет на 35 миллионов, где будут разыгрываться суммы на физических лиц до 300 тысяч рублей. В качестве примера успешного участия на Машуке Заурбек Пошев привел руководителя Ассоциации волонтерских центров Северного Кавказа Адама Калиматова. В прошлом году ингушская команда забрала 29 грантовых миллионов рублей по итогам конкурса. 3 года мы из аутсайдеров этого форума мы стали локомотивом этого форума. И на нас показывали, вот смотрите, вот. И я, если честно сказать, меня вот других субъектов спрашивали, говорят, ну как у вас так получается? А секрет успеха прост. Единственная делегация на форуме, а там 7 субъектов СКФО, единственная делегация, которая воспринимала делегатов своего региона не как конкурентов, а как своих братьев, сестер. Форум передает участникам не только опыт, но и эмоциональный настрой. Активная молодежь активно тянет руки и задает интересующие вопросы. Ни один не остается без ответа. Это уже 3-й форум такого рода, проходящий в регионе. Каждый раз я узнаю очень много нового интересного. То есть я говорю об новых проектах, которые ждут Ингушетию. И наше руководство всегда призывает молодежь участвовать в них, так как это лучше для нас, для всей республики. Здесь же волонтерам Конституции вручают благодарственные письма с подарками. Но это далеко не последняя встреча. Ингушской молодежи есть что предложить, обсудить, а главное – желание и возможности реализовывать свои идеи. Хадза Забриева, Адам Гулоев, Ахмед Гандаров, Новости 24.